Здравствуйте, в эфире «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Защитники Отечества. В Чеченской Республике одним из первых в стране открылось отделение Фонда помощи участникам специальной военной операции в рамках реализации президентского указа. Плановые учения. Личный состав показал высокую готовность к выполнению задач по предназначению. Сотрудники МЧС региона отработали навыки спасения и оказания первой помощи. Надежная переправа. В селе Мескир-Юрт построили новый мост. Подробнее в нашем выпуске. Рамзан Кадыров и другие официальные лица региона посетили открытие регионального отделения Фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества». Субъект одним из первых реализовал указ президента страны. Репортаж Амины Тупелаговой. 3 апреля 2023 года президент страны Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». А уже сегодня региональное отделение официально открывает свои двери. Мы будем проводить ряд работ по информированию, взаимодействию с другими ведомствами целевыми. Соответственно, посетитель будет попадать сюда, и здесь в режиме одного окна он будет, как говорится, закрывать этот вопрос. И дальше специалист одного окна будет уже передавать профильным специалистам тех ведомств, которые либо находятся здесь, либо находятся в других ведомствах, будут получать эти документы и назначать, соответственно, выплату, либо улучшение жилищных условий и так далее. На мероприятие прибыл руководитель субъекта Рамзан Кадыров вместе с соратниками. В своей речи заместитель председателя правительства Адам Алханов рассказал об огромном вкладе Рамзана Кадырова и регионально-общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в открытие филиала в Чеченской Республике. Уважаемый Рамзан Ахматович, под вашим руководством мы проделали большую работу по запуску этого филиала. Его главная задача – это забота о каждом ветеране, участнике СВО и об их семьях. Здание фонда полностью оснащено современным оборудованием, созданы комфортные условия для обслуживания всех категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Также для удобства посетителей здесь имеется игровая зона для детей и библиотека. Хочу выразить отдельную благодарность президенту регионального общественного фонда имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Азут Кобалдольцу, многоуважаемую Эмани Несину, за это прекрасное здание, в котором есть все для эффективной работы. Рамзан Кадыров отметил, что поддержка участников СВО является приоритетом, так как они стоят на защите государства, и создание для них надежного тыла – первостепенная задача. Сегодня, в соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина, в нашей республике начинает работу филиал поддержки участников СВО. Открытие этого филиала позволит оказывать необходимую помощь нашим ветеранам, участникам СВО и их семьям. Мы должны проявлять особое внимание тем, кто стоял на защите нашей Родины, проливал кровь за наше будущее, боролся с сатанизмом. Я уверен, чеченский филиал будет эффективно работать и оказывать качественную помощь нашим героям. Хочу поблагодарить региональный общественный фонд имени нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который предоставил новому филиалу современное административное здание со всем необходимым оборудованием. Огромное спасибо всем участникам СВО за их службу и жертвы, которые они принесли ради защиты нашей Родины. Мы ценим вашу отвагу и преданность воинскому долгу. Также глава региона прокомментировал ситуацию, в которой Москва подверглась атаке беспилотников. Эта акция не имеет никакого тактического, стратегического и даже психологического значения. Настоящие результаты делают наши бойцы непосредственно в зоне соприкосновения, отметил Рамзан Кадыров. Hinti dona, twam dona. When gena bumata gena batins dona. Автомативати беш пацтвам дона. Та навен гушту Москва, Подмосковье дона.
Там катаю, что самое йогой дон, царь лёлёлович меткштон, так дон из гена бубош, вы параст ичи дона, так что надо было. Zulum sohurdu damora dona, ve iş bolça dona iş. Hellek bine bu da yoğuruyor. İdeypum dona. Tuğli işler sondalçı dona. Dal ugri dona. Der rez voçolum dona. Cer dona. Yodakş iz dona. Hil diz el dona. Şey dona. Zakvunç diye üçsel olmuş dona. Üç dona. Tuğli işler. Delah del ve züşu. Mu motsal ve dona. Halu lov dona. Mu do hudo dona. Ve indiyashna ayelna vakar dona. Vay züşu, vay alhamdulillah bah dal dinçin vay rezidu tan dona isi ukavuta samneni dona ta абсолютно dona самнени хили ешят дона не только дона заберем наши дона территории дона Украину дона вай дона да Германия да халасан дона вахуж диш дудас дона Франция дона хазмети ютиги дона вай да дона вахуж хазгар дудас дона тунде дона из нам ничего не стоит дона цер адам дат твамба дона цер дух яц дона цер дона та авобас дона вай Anne dan, dochju dan, schrijvig letsju dan, wij republiek jolo, wij dabarit kustoch dan, так добровольчус dan, седеси хабош dan, просто не успеваем готовить, отправлять их dan. Так wij центр просто загруженный dan, wij хабош по wij ночик энти dan, хабош по уш dan, ама беш цан dan, ушум да dan, wij просто ханьоч dan. استمتع داخلات لاش يزدونه مدل إيشين خيش دون شيء شوحت عشرة دوين وحاول ولا دعوة شمودات هيتسي دون كل شيء بولك أجري توالجار كنش دون تحتان قيد دون مصر دديش تيجي تان يوش دون جرز مصر ما دو وعدلن. Руководитель субъекта также подчеркнул, что фонд охватит все сферы деятельности. Обратившись сюда, можно будет получить абсолютно любую помощь, начиная от медицины и заканчивая жилищными вопросами. Måste условия да, хочу алвар, хочу соцработник, хочу måste да, хочу да, مسألة представитель, хочу вот я вижу, хочу да, на цен да, на сахаке чаке, вот вещетун, да диешь, что шады кият, кешься ди за, на остров да диес, дикачку диес, хабар, måste ما да, цен да диешь, да, вот и так через командиров, хаушу да, да, на хокшош кият язин, шеде венчун да, семьяш на да, да, лазинчун на реабилитация. يشتنا دون يتوقع لاتش هو هنا وسط بدون اسمع دون مريوبل يقشغل وداس دون وصل متى عدمش بيشغل أول زينا وشال زينا وش دون شوز دون هو عنشري خلوا سواء نوع اللي شيء هي دون زي كوك تابيت دون يتيب أنت دون يتسع دون أو ريان أولتنا دون لورش ليروبوش وخسليمان دون ديريزل دون لورش ليروبوش دون اشتاع Отсоч ост тяжелый волдон, а? Инс шахалма реттен дон, шамушен джо мовелен сразу ава, дон тхал кайлах дон, шебер шточе дон, хажу вал то цало ша дабуч дон, цат учват, из дон ацуна, вай дамола дон, на дода дош дас дон, вай дамола дон, дайо орю, мерш дехерду, цундел нам хадиес генабат. И улябу цан зим ве парато мелен дона цашен лучше чурак ечло шущу ятарю 500 километров аяга гоняли аяга бош шен лучше ая чу ятарю дона цак ихм цадетер ама ушаш боча я ая дихедон да хо чубак дона да нах махлит верле чубакан чан догохлит верле но дарато бой масел. После официальной части Рамзану Кадырову провели экскурсию по зданию. حابب كانش دوشة وهاو مثلا проблемы логично требовали. Пока зафиксируем когда уже социальный координатор передать. Дальше уже социальные координаторы будут уже по всем министерствам смотреть цели, до что, например, или реабилитация головы, или социальные цели, потери школы. По ведомству, что хама веркан, дальше уже все социальные ведомства будут находиться в одном здании. Социальный координатор, когда уже по всем инстанциям приведут
все проблемы свои решат. Участник военной Да, войны. да. В будущем планирует браться удостоверение, что мы выдавали. Но в данный момент, например, Чувена, там сидят МФЦ, под трудоустройство, так Чувеш, да, уволены. Поможет Болгария, например, Болхвалящим, Болхвору, реабилитация, там семьи, льготы, да, все что угодно связано с участниками. Участников СВО хорошо, а дальше уже в последующем они уже с 1940 года ветераны, и на сегодняшний день всем будут обсуждать. Как раз на участников СВО для них 197 миллионов акча двое, как раз таки единовременный выплат на каждого участника СВО. А им поручение 100, тоже в бюджете будут эти деньги заложены. Ja, det är beskrivet. Det är reservationsmannen där. Det är hårdare chef. Det är rätt att börja. Зайнаб Давлетукаева является матерью погибшего при исполнении участника специальной военной операции Нурида Давлетукаева. Они вместе с сыном Джабраилом тоже стали гостями открытия регионального отделения. Для них создание фонда является еще одним напоминанием о том, что государству не безразлична судьба не только бойцов, но и их семей. Фонд открытия на царь, дирей солей царь, хаз, да, бертгейл, дикунду царь, волинар, эхнер. أقول حلقة رحيل إن شاء الله بركة الإدارة سديل رئيس خلا إدارة هردق بركة ونعمة وهند أول شيء دعس حيزة سيشوق حبيخشنا بولش حقت إيه بيخشنا حتى درجة وقشق داقردوش دو. В числе гостей был и руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Жарадат Бугаева. Ранее их организация была связующим звеном между родственниками участников СВО и различными инстанциями. За помощью обращались не только жители региона, но и других субъектов. Создание фонда «Защитники Отечества» полностью поддерживает, потому что он имеет федеральное значение и широкий спектр возможностей. Это очень даже поможет нам. Мы благодарны. Это необходимо было. В фонде на регулярной основе будут находиться специалисты из различных ведомств, что позволит существенно повлиять на оперативное оказание услуг. Также здесь есть игровая зона для малышей и собственная библиотека. В одном здании есть абсолютно все, от социальных координаторов до кабинета психологической помощи, что также является обязательным условием комплексной поддержки участников СВО и их родственников. Амина Тупилагова, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Работу с молодежью по укреплению духовно-нравственных ценностей и в других социальных направлениях обсудили на заседании Комитета по межпарламентским связям, национальной политике и взаимодействию с общественными организациями. В ходе встречи под руководством председателя комитета Аламхада Ельсаева собравшиеся отметили значимость данной задачи, особенно с религиозной точки зрения. По их словам, разъяснением подрастающему поколению того, как следует себя вести в мечетях, соблюдая нормы ислама, должны заниматься все, начиная с родителей и заканчивая чиновниками и богословами. По проделанной работе отчитался директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдулаев. Здесь же он был удостоен почетной грамотой парламента региона за успехи во взаимодействии с комитетом. بقي ويكيش بيش وشجر أو ويلعبشيا بخشو بوشو هما ويقدر عدي دو دير ويكيل بوشو يقتي دو طيغيتير خبالخا يتي دو طيغيتير بحن دو شر وكيشتنا استيقود البيو بحتهم دو دير تفاعش ومسا ويكن نفرم ليلة كل كميسيو يكميسي دو رياليزاتر يديني كونسيبسي دو رياليزاتر ستع بلغش لشكو ناحو تسارة دق بلغش لنا ويدو تيش 21 году из актуализировать единую концепцию начала от сушешкам было сейчас создано надо отнесло тату из этого несло. Профилактическая беседа в форме живого диалога на тему патриотизма прошла между школьниками и сотрудниками прокуратуры Гудермесского района при участии отделов полиции и органами местного самоуправления. Ребята узнали для себя основы правового поля, а также смогли задать интересующие их вопросы. Подобные встречи, согласно поручению прокурора субъекта Арсана Адаева, будут проходить и в дальнейшем. Встреча прошла в форме живого диалога, на котором обсуждалось военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних, профилактика подростковой преступности, безопасность дорожного движения, противодействие терроризму и экстремизму и многие другие проблемные вопросы, интересовавшиеся несовершеннолетних.
Несовершеннолетним разъяснены их права и обязанности, меры административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. Такие мероприятия прокуратура района проводится на постоянной основе. От качества работы сотрудников МЧС порой зависят жизни людей. Чтобы быстро реагировать и оказывать помощь при любых чрезвычайных ситуациях, они постоянно совершенствуют свои навыки. На этот раз плановое учение прошло в Центре олимпийской подготовки. На месте побывал наш корреспондент Рамзан Абоев. В 11:30 на пульт управления МЧС по региону поступил сигнал об условном ЧП на территории Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. В течение нескольких минут прибывают спасательные бригады, которые незамедлительно начинают операцию. По легенде, в гостиничном комплексе на 3-м этаже произошло возгорание и плотное задымление помещения в результате короткого замыкания. По предварительной информации, в здании находятся люди. Неподалеку организовали оперативный штаб, или, как его называют, мозговой штурм. Именно отсюда координируют действия участников каждого из подразделений. Впервые для разведки пострадавших на крыше применяются дроны. Для спасения используются все имеющиеся средства: автолестница, спасательный рукав, канатно-спусковая конструкция, пневматическое прыжковое спасательное устройство. Задействованы службы Грозинского пожарно-спасательного гарнизона, МВД по региону, службы жизнеобеспечения и медицины катастроф. В целом 20 единиц спецтехники и 85 человек личного состава. При пожарах, при отравлениях первую помощь оказывается, то есть оказание оксигенации, то есть это кислород, первую помощь, дезинтоксикационную терапию проводится, и в ближайшее время, то есть доставляется тоже в больницу скорой медицинской помощи. На всю условную спецоперацию, а именно, чтобы потушить пожар, эвакуировать и оказать первую помощь пострадавшим, спасательным службам понадобилось чуть больше 15 минут. Отрабатывались методы и способы спасения людей и тушения условного пожара. Основной задачей, по легенде, было спасение людей с кровли 2 и 5 этажей. По итогам учений все поставленные задачи выполнены в оперативное время. Значит, личный состав показал высокую готовность к выполнению задач по предназначению. По словам организаторов, подобные учебные мероприятия служат совершенствованию планирования и межведомственного взаимодействия, а в конечном итоге повышению уровня готовности к действиям по пресечению чрезвычайных ситуаций на различных объектах. Рамзан Абуев, Сайт Али Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Вместо ветхой и небезопасной переправы в селе Мескирюрт появится новый мост длиной более 60 метров. За ходом работ следил наш корреспондент Турпал Тайсумов. Демонтаж плит старого моста уже начат. Впереди ждет работа по установке новых свай и железобетонного каркаса. Жители села Мескирюрт в скором будущем получат новую переправу с качественным покрытием и безопасной зоной. Вся работа ведется в рамках реализации программы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. Одновременно с этим сотрудники газовых служб проводят перенос газораспределительной сети с голубым топливом для того, чтобы не создать возводящемуся объекту помех и опасности рабочей бригаде и технике. Длина сооружения составит более 61 метра, а ширина больше 14. Оно будет иметь 3 пролета и 2 участка для пешеходов шириной по 1,5 метра. Все работы закончатся в следующем году. Однако рабочие заверяют, что при полной самоотдаче все пойдет с опережением графика. А это даст возможность быстрее открыть здесь движение. Будущий путепровод станет выше и крепче своего предшественника. Это даст дополнительное преимущество. К примеру, при ливнях, когда поднимается уровень воды, поток реки не сможет нанести никакого вреда ни пешеходам, ни автомобилистам. Турпал Али Тайсумов, Сайт Имин Мусаев и Сайт Имин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика.
Творческая встреча прошла с Николаем Бурляевым в Чеченском государственном театре имени Лермонтова. Послушать советского и российского кинорежиссера пришли актеры и студенты региона. В беседе гость рассказал о своем жизненном пути и деятельности, а также о великом поэте Золотого века Михаиле Лермонтове. Собравшиеся задали интересующие вопросы. В завершении директор этого театра Хава Ахмадова вручила медаль за верность и преданность профессии Николаю Бурляеву. Я рад, что я приехал в театр Лермонтова, что встреча была с теми, кто составляет ядро этого театра. А Лермонтов для меня – это человек моей судьбы. Я делал фильм о Лермонтове, играл Лермонтова, изучал Лермонтова. И я очень рад, что здесь сохраняется о нем память. И я посвятил это и Лермонтову, и Тарковскому, всем тем, кто шли на крест за свои убеждения, за свое творчество. Магомед Дугаев, гвардия, полковник-летчик-испытатель, герой Советского Союза. Сразу после эфира смотрите передачу Натальи Депутатовой о подвигах уроженца Чечен-аула, в память о котором земляки создали музей. А героя помнят и сейчас. Школьникам рассказывают о том, как он защищал рубежи Родины во время Афганской войны, о том, как Дугаев с честью выполнял свой воинский долг и по праву является примером для подражания для молодежи. Смотрите сразу после нашего эфира «Вести Чеченская Республика». Крупные российские кредитные организации активно расширяют свое присутствие в регионе. Среди них особенно выделяется ПСБ. Отделение банка функционирует в 3 городах. Это Ачхой-Мартан, Гудермес и Грозный. О ближайших планах ПСБ узнавал наш корреспондент. ПСБ – известная финансовая организация в Чеченской Республике. Банковские услуги пользуются популярностью и у жителей региона, и у предпринимателей. ПСБ входит в число крупнейших банков России. ПСБ – крупный федеральный банк, законодательно определен как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России. 1 мая завершен процесс интеграции. К нам присоединился Московский индустриальный банк. Хочется отметить, что по завершении процесса интеграции для клиентов Московского индустриального банка сохранены все действующие условия и тарифы по кредитам, вкладам. Нет потребности перевыпускать банковские карты, они действуют до конца срока действия. ПСБ работает в Чеченской Республике с 2020 года и за это время успел занять прочные позиции на финансовом рынке. Банк выделяется индивидуальным подходом к каждому клиенту. О доверии жителей говорят и цифры. С начала года ПСБ в 2 раза увеличил число своих зарплатных клиентов. Более чем на 20% выросли показатели по потребительскому кредитованию. Банк также выступает надежным партнером чеченских предпринимателей, предоставляя финансовые инструменты для решения конкретных задач. Сегодня Грозненский офис ПСБ имеет полный спектр возможностей по обслуживанию клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, юридические лица, индивидуальные предприниматели. В настоящий момент на обслуживании в ДО Грозненский находится несколько сотен активных клиентов из сегмента юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Эти клиенты имеют полный доступ к нашим сервисам, таким как расчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, интернет-эквайринг. Кураш Ачеканов родом из Дагестана. В Чеченской Республике занимается оптовой торговлей с сжиженным газом. С ПСБ работает уже 2 года, всеми условиями доволен и не собирается менять финансовую организацию ни на какую другую. С банком работаем достаточно уже прилично, условия тоже нас устраивают, все хорошо. В плане того, чтобы сотрудничать, операторы с нами помогают в этом, все платежные документы, в плане комиссии, всего это все очень удобно, очень хорошо. В общем, в плане довольны, очень сильно советуем, рекомендуем, когда говорится. Спрос на услуги банка растет. ПСБ активно развивается и расширяет свое представительство в регионе. В мае новые отделения открылись в Гудермесе и Ачхой-Мартане. Постоянно увеличивается банкоматная сеть. Она насчитывает 200 устройств. В ближайших планах ПСБ открыть доп-офис в одном из районов республики. Все это позволит банку еще больше укрепить свои позиции на рынке банковских услуг и быть еще ближе к жителям Чеченской Республики. Наталья Депутатова, Лёма Мандиев, Руслан Магомадов, Вести Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».